Спрашивают, сколько процентов чеченцев в Чечне поддерживает нынешнюю власть? Власть Рамзанки Дырова, как я его назвал когда-то. Рамзанка-Дыров. Очень объемное название. Ну вот, как он себя проявил, получил себе такой. Ну, большинство, конечно же, не поддерживают. Конечно, не поддерживают. Подавляющее большинство понимает, что мы в оккупации, и когда весь мир отвернулся, по факту, да, когда, например, Джордж Буш, который, ну, наверное, самый плохой президент, который так пренебрежительно отнесся к правам человека, правам людей, в том числе в Чечне, пригласил себя в овальный кабинет военного преступника Владимира Шаманова, у которого на груди висела звезда героя, которую за счет крови женщин, чеченских женщин и детей он ее получил. И Шаманов, это, надо сказать несколько слов, это тот десантник, так я понимаю? Да, это... нет, не которого замочили. Нет, не замочили, десантник, генерал, да, он, по-моему? Да, это руководитель ВДВ. Да. Тот, который говорил, что русские там десантники, они, ну... Да, но это там ни чести, ни достоинства. Извини. Я понял о ком. Да. Ну, такая свиная рожа. И самое главное, ну, очень трусливый, да, очень. Он был там случай очень такой интересный. Я его сейчас закончу и попробую рассказать. И в этом плане чеченцы как бы замкнулись на себе. Я сейчас общаюсь с чеченцами, пытаюсь донести, что надо просыпаться, ситуация изменилась, Путин теперь в мире не рукопожатный, нас услышат, давайте доносить правду, чем я пытаюсь, ну, чем я и занимаюсь, и другие наши некоторые ребята. И по большей части чеченцы сейчас как бы заняли такую смотрящую позицию, как будто, ну, как бы все нас предали, и мы смотрим, кто-то находит причину в том, что мы мусульмане, поэтому предали, другие находят в другом. Я понимаю, что так сложилось просто, да, мировой полицейский, Америка на тот момент была занята борьбой с режимом Саддама Хусейна и так далее, и нас отдали на откорм России, сказали, ну ладно, Путин, делай, что хочешь. Ну, сейчас ситуация меняется, сейчас уже администрация другая в Америке, мировой полицейский Америка себя по-другому ведет. Путин, как говорится, уже перешел все границы и поняли, что не успокоится Вова, его надо ставить на место. Поэтому многие чеченцы, подавляющее большинство чеченцев не поддерживают ни Кадырова, ни власть, но понимают, что благодаря Кадырову сейчас как-то можно выживать, ссылаясь туда, Кадыров хорошо, значит твоя семья будет. Против нас ведется сучья война, очень подлыми методами. Все обложены налогами, бизнес обложен налогами, люди мимо, которые живут Грозного, живут в очень плохих условиях. Эти видео иногда их видно. Ну, небезопасно их снимать, но их иногда видно, поэтому... Ну, более того, сам метод ведения войны, который в 2004 году генеральным прокурором России Устиновым, предложенный, поддержанным директором ФСБ на тот момент Николаем Патрушевым, захват родственников, уничтожение родственников, да, за то, что я тут говорю, могут пострадать там мои, слава богу, близкие мои родственники тут, но дальние родственники, конечно, могут пострадать. Хотя я не жил в Чечне уже, наверное, лет 20-25 уже, жил в Москве, там, в Петербурге. И вот такая вот ситуация, чеченцы находятся в заложниках. Поэтому то, что сейчас говорят чеченцы, кто-то там уходит на митинги, на которые сгоняют, этому всему верить нельзя. В Чечне 1937 год, вот реально сталинский, время большого такого сталинского террора, который был на тот период. И поэтому чеченцы не поддерживают. Мы остались теми же свободными чеченцами, также хотим же свою государственность, свою деоккупацию, и обязательно этого добьемся. Ну, вот здесь пишет одесит, вітання від підлабузника Одеської хунти. В Одесі після першої війни багато войнаків, чесні і порядні люди, хай допомагає їм Аллах.
Вот одесситы Дякую. подтверждают, что да, нормальные люди, почему нет? Все Конечно.